Вся хвала Аллаху Субханаху ва Тааля, Господу миров, мир и благословение Его рабу и посланнику Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, Его сподвижникам, Его семье и всем верующим до конца этого мира. Говорит Аллаху Субханаху ва Тааля в благородном Коране: Ауду билляхи минаш шайтанир раджим. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха так, как Аллах этого заслуживает, или так, как полагается бояться Аллаха, и когда постигнет вас смерть, пусть постигнет вас мусульманами. Прежде чем начать хутбу, хотелось бы напомнить о некоторых правилах и нормах проведения джума намаза или пятничной молитвы, о которых, конечно, неоднократно говорилось, но может быть кто-то забывает, или может быть кто-то совсем недавно стал ходить на джума намаз. У джума намаза или пятничной вот такой коллективной молитвы есть свои правила и свои нормы. И хотелось бы еще раз о них напомнить, о некоторых из них. А точнее об одном из правил или норм. И это правило или норма важна, потому что от нее зависит, получит ли человек награду за свое участие в пятничном намазе или в джума намазе. А именно, что хутба и намаз, то есть хутба или проповедь имама, и затем 2 раката намаза, это все вместе считается одним обрядом, в котором мусульманин должен строго соблюдать тишину и не разговаривать ни на какие темы, скажем так, вдвоем друг с другом или там между собой. И об этом есть хадисы, и не один хадис, и много хадисов, и ученые единогласно здесь, что во время проведения хутбы разговаривать нельзя. И как в одном из хадисов, на котором основываются ученые, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что если кто-то скажет рядом сидящему или кому-то другому, находящемуся в мечети, са, то есть это две буквы, да, вот это две буквы в арабском языке, смысл которых замолчи. Смысл которых замолчи. То есть, если кто-то кому-то скажет «замолчи», не будет он сам разговаривать, а кому-то скажет «замолчи, не разговаривай», то, как говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он потеряет саваб этого обряда, то есть потеряет саваб или потеряет награду от Аллаха Субхану ва Тааля за джума намаз. Запишется ему джума намаз, то есть, что он выполнил фард или нет, нас это не касается. Нас должно заботить не только то, чтобы поставить галочку, что я выполнил фард джума намаза, а цель наших поклонений — это получить награду от Аллаха Субхану ва Тааля. И если кто-то во время хутбы разговаривает с рядом сидящим, причем абсолютно неважно о чем, сказал даже ему «салям алейкум», а тот ему ответил «алейкум салям», то это уже нарушение вот этой нормы. Во время джума намаза, во время хутбы, во время проповеди разговаривать вообще нельзя. Если кто-то вошел в мечеть, он должен молча сесть, а не там что-то спрашивать о кого-то или так далее. И как уже неоднократно замечалось, можно сказать, почти на каждом джума намазе мы замечали, как некоторые из находящихся в мечети разговаривают между собой. Этого делать нельзя, если мы не хотим потерять награду за джума намаз. Даже если джума намаз будет считаться правильным, то он будет неполноценным, и наша награда будет уменьшена, о чем говорится в достоверных хадисах пророка, алейхиссалату вассалям.